Бродячие собаки с наступлением холодов, сбившись в стаи, наводят страх на жителей Якутска. Несмотря на то, что городские службы проводят отлов, четвероногих меньше не становится. Лишь за октябрь в столице было отловлено 400 голов. Как решается в Якутске эта проблема, узнавала Сусанна Рожина. Проблема бродячих собак не особо решается в Якутске. Бродячие псы оккупировали все санитарные точки города не только на окраинах, но и в самом центре. Горожане боятся не сколько за себя, сколько за детей. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Так можно охарактеризовать ситуацию с бродячими собаками. Эта проблема будет, пока сами безответственные жители ради забавы, заведя питомца, не перестанут их оставлять на улице. Другое дело – это хозяйские псы, которые изначально являются цепными и которым человеком рекультивируется, взращивается вот эта вот агрессия. И цель содержания указанных животных – это прогнать нежелательных гостей и так далее. Вот когда такие собаки попадают на самовыгул и сбиваются в стаи, опаснее этих стай у нас нет, потому что это агрессивные собаки. Они, соответственно, борются за свое существование и доминантное положение. На данный момент отловом собак в Якутске занимается МУП «Жилкомсервис», но власти города хотят передать эти полномочия на уровень республики. Говоря о проблеме бродячих собак, следует отметить, что предупреждение, ликвидация и лечение болезней животных, а также содержание, отлов безнадзорных животных – это являются государственные полномочия Республики Саха-Якутия. В Якутске работают 2 бригады по отлову собак, которые выезжают по вызовам и жалобам от населения. Бдительным горожанам следует звонить в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщать точный адрес, чтобы приехала бригада. Их усыпляем, отсюда очень много жалоб. Да, вот он. Этот слишком маленький. Тут. Катается, мы с жилкомсервисом, я специалист управы, жилкомсервисом ездим. Жалоб очень много по Маяковскому, Лонгину. Отловленные собаки в течение 10 дней содержатся в пункте передержки, а затем их усыпляют. Чтобы забрать питомца, необходимо заплатить 500 рублей за отлов и 150 рублей за день передержки. Что самое интересное, не все горожане согласны оплатить эту сумму. Людям легче согласиться на эвтаназию животного. Есть оборотная сторона медали, ведь такие же требования будут ужесточаться и по отношению к безответственным владельцам этих животных. Мы с вами медленно, но верно движемся к их чипированию и контролю. Неважно, в чьи полномочия будут переданы функции отлова и передержки бездомных собак. Но пока горожане не будут более осознанно заводить питомцев, эта проблема будет актуальной всегда. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск.